За 3 дня захватят Таджикистан. Как только руководство Эмирата Талибан разрешит нам, захват Таджикистана станет моей обязанностью. Моих повстанцев из Тахара, Я таджик по национальности, Рамадан Мубарак. Досмотрите это видео до конца, и я отвечу вам, насколько у этого необразованного тракториста обоснованы слова. моих повстанцев из Тахара, Кундуза и Бадахшана достаточно для выполнения этой миссии. Такое видео активно распространяется в афганистанском сегменте соцсетей. На нем боевики обсуждают захват Таджикистана. Один из выступающих, Амануддин Мансури, командующий армейского корпуса Умари, заявляет, что его бойцы готовы к вторжению, если руководство движения даст соответствующий приказ. По словам Мансури, армия Таджикистана не сможет оказать серьезное сопротивление. Они не видели трупов, одного, и они все разбегутся. Богом клянусь, мои солдаты готовы захватить их Бадахшан за считанные секунды. Они так жаждут такого приказа. С мечом ты придешь, от меча ты падешь. Ты упоминаешь Бога и клянешься его именем, но клянусь Создателем, ты далек от него. У тебя нету никаких представлений об исламе. Каждому таджикистанцу, каждому мусульманину будет фардом, то есть обязанностью по исламу защищать свою родину от любого агрессора, от таких необразованных трактористов, как ты. Если бы ты имел хоть малейшие знания об исламе, клянусь Аллахом, ты бы не говорил эти слова. Тем не менее, что говорится в исламе? И если две группы верующих сразятся друг с другом, то примирите их. А если одна из них начнет притеснять другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. То есть ислам призывает против таких, как ты, притеснителей. Разрешено сражаться тем, кто подвергся нападению, ибо они были несправедливо угнетены. Воистину Аллах силен помочь им. Клянусь Аллахом, ты заблуждаешься. На самом деле этот видеоролик уже давно гуляет в таджикском, в афганских сегментах, персоязычных в том числе, но для меня это было бессмысленным блефом, и я не реагировал на него, так как они могут говорить что угодно, но тем не менее у них нету ни ресурсов, ни возможностей, ни планов для вторжения в Таджикистан. Тем не менее, давайте разберем по цифрам и по фактам, насколько обоснованы его слова. И первое. Армия Таджикистана. Она лучше организована и оснащена. У Таджикистана есть регулярная армия, различные ведомства, различные войска. Что же насчет Афганистана? У них различные разрозненные тракторские группировки, которые до сих пор воюют между собой. Таджикская армия сегодня оснащена современными боевыми техниками, бронетранспортерами, артиллериями, авиацией и так далее. Что же у афганских трактористов, то у них легкое вооружение. Также нельзя исключать российскую военную базу и силы ОДКБ, Организации коллективной безопасности, которые создают мощный оборонительный щит. Географическое расположение Таджикистана. Таджикистан – это горная страна с узкими перевалами и труднодоступными районами, что делает невозможным быстрое продвижение любой армии противника. Границы Республики Таджикистан очень хорошо охраняются ввиду последних событий, что творится в Республике Афганистан. Афганские трактористы никак не могут за 3 дня захватить Таджикистан. Это просто невозможно. В отличие от Афганистана, Таджикистан не разделен внутренними конфликтами и имеет централизованное управление. Афганские трактористы не смогут управлять Таджикистаном, так как не знают внутреннюю инфраструктуру, и местное население никоим образом не поддержит их. Не надо забывать, что в Афганистане живут более 25 миллионов таджиков. Это же Ахмад Шах Масуд, Паншерский лев, который воевал с талибами и против Советского Союза на 2 фронтах и выиграл эту войну. Сегодня же таджики все еще продолжают бороться с трактористами на своих землях. Это хурасанцы, нынешние таджики. Немножко информации про Ахмад Шах Масуда. Ахмад Шах Масуд – афганский полевой командир таджикского происхождения. Министр обороны Афганистана 1992-1996 годов. Известен также под прозвищем Паншерский лев. Масуд – прозвище, что по-арабски означает «счастливый», которое он получил в 1975 году во время мятежа в долине Паншера, первого вооруженного выступления исламской оппозиции в Афганистане. Ветеран афганской войны 1979-1989 годов.
Против него советские войска предпринимали 9 безуспешных военных операций, в том числе Паншерскую операцию, после чего получил прозвище Лев Паншера. Известен тем, что единственным из командиров маджахедов пошел в 1982 году на перемирие с советскими войсками. Исмаил Шах Масуд в 1988 году женился на дочери своего ближайшего помощника. От брака родилось 6 детей, включая одного сына Ахмада, который жил в Таджикистане и до 5 класса учился в иранской школе в Душанбе. Надо кое-что подчеркнуть. Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда, со своими силами все еще ведут борьбу против трактористов. Нынешнее место жительства Ахмад Масуда неизвестно. Между тем, авторитет Ахмад Шаха вырос колоссально. Если в войну он вступил с небольшим отрядом в 2-3 десятка человек, то в середине 80-х годов под его командованием сражались уже порядка 6 тысяч маджахедов. Что любопытно, советские генералы считали его одним из самых разумных и договороспособных командиров, который хоть и воевал в Шурави до последнего, не утратил человеческого облика и своего рода воинской чести. Спустя 10 лет после вывода войск генерал Руслан Аушев так описывал встречу с бывшим врагом. Он сказал мне поразительную вещь. «Я, говорит, мог же с вами воевать по-другому. Я же мог сбивать ваши пассажирские самолеты. Я же не сбивал самолеты. Я с вами воевал, как воевал», вспоминает Аушев. Западные журналисты тоже описывали Масуда как восточного интеллектуала, удивлявшего собеседника вежливостью, умом и начитанностью, качеств которых редко ждешь от полевого командира. Эти же необразованные трактористы, у них нету понятия мужества и чести. Они делают все грязно, они далеки от религии Аллаха. О своем участии в кровопролитии он говорил как о мере вынужденной. К моему глубокому сожалению, обстоятельства вынудили меня заниматься войной. Искренен он был или нет, уже не узнать. Северный альянс был главной оппозицией талибам, и пуштунские исламисты очень сильно недолюбливали Шаха Масуда. При работе за 5 лет Северному альянсу удалось взять под свой контроль порядка 30% территории страны, а Шаха Масуда стали рассматривать в числе наиболее вероятных лидеров объединенного Афганистана. Увы, кто-то не захотел видеть стабильное и развивающееся государство под руководством независимого интеллектуала-идеалиста, да к тому же этнического таджика, а не пуштуна, как обычно. Удача изменила Ахмад Шах Масуду 9 сентября 2001 года, когда он был убит 2 террористами-смертниками, приехавшими к нему под видом журналистов и спрятавшими взрывчатку видеокамеру. Как ранее я говорил, этим трактористам не интересно жить в мире и в процветании. Им главное, чтобы воевать и так далее, понимаете? Ничего исламского в этом нету. Тем не менее, давайте послушаем высказывание другого тракториста. Он также говорил, как этот тракторист, то, что за 3 дня захватит Таджикистан, но после попросил прощения. Давайте послушаем. Новое видео Абдулхамида Хурасани отличается от предыдущего менее эмоциональным содержанием, но куда более интересной картиной. На кадрах у полевого командира дрожат руки, и чтобы это скрыть, он скрестил ладони. В начале видео Хурасани напоминает свое предыдущее скандальное выступление и говорит, что сказанные им ранее о Таджикистане и президенте этой страны слова были основаны на неверной информации. Мои выводы о стране были основаны на неверной информации об этой стране и личности его уважаемого президента. После изучения и анализа достоверной информации пришел к выводу, что государство Таджикистан является исламской страной, а ее жители являются мусульманами. Более того, в истории жители Таджикистана, в частности таджики, внесли в ислам бесценный вклад. Я сожалею о ранее сделанном заявлении в отношении Таджикистана и его президента и приношу народу Таджикистана свое извинение. Итого, ребят, я призываю вас в этот месяц Рамадан не воспринимать всякую блевотину, которая исходит из уст этих трактористов. Они могут говорить что угодно, но, как я показал в видео, они потом будут записывать видеообращение с извинением народу Таджикистана и его лидеру. Таджики и таджикистанцы – это миролюбивая нация. Испокон веков мы жили бок о бок с любыми народами, и мы жили в процветании. Из числа таджиков вышли огромные алимы,
что из исламских наук, что из других наук. Так что оставьте это дело, не слушайте этих скажем так, трактористов. Собака лает, караван идет, как некоторые подчеркивают. Также хочу сказать то, что не надо играть с огнем. Если таджики относятся к другим народам хорошо, если любой народ относится к другому народу хорошо, это не значит, что другой народ имеет право, скажем так, неправомерно относиться к нему. В Афганистане надо подчеркнуть, как я подчеркивал, что более 25 миллионов таджиков живут, и до сих пор таджики борются с трактористами. И если Республика Таджикистан будет вмешиваться в внутреннюю политику Афганистана, это мало не покажется трактористам. Об этом тоже надо задумываться. Таджики всегда жили бок о бок с любыми народами, еще раз говорю, и в мире, и в согласии. Ислам — это то, что нас объединяет, но среди мусульман есть такие необразованные трактористы, которые ведут всегда смуту. Оставьте эту смуту при себе. Живите в мире и согласии. У вас в Афганистане огромное количество проблем. Люди продают своих детей, люди в нищете живут, люди в голоде живут. Сначала решите эти проблемы. Зачем война, 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 война? Скажите мир, да будет мир, да будет мир. Ведь ислам призывает к миру, к размышлению, к знаниям. Это то, что я хотел сказать. На самом деле можно и много говорить, но не хочу вас обременять этими словами и мышлением, так что живите в мире и согласии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамадан мубарак. Бай-бай.